Digitox – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 7. Критическое мышление как главный навык новой реальности. Критическое мышление будет входить в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году по данным Всемирного экономического форума. Чтобы решать сложные этические, экономические, экологические проблемы, нужно учиться работать с информацией и собственным мышлением. Причем начинать надо уже сегодня. Конечно, критическое мышление – это не лекарство от ошибок и фейков, но это та основа, которая вам поможет жить в мире будущего, будет защищать и помогать в принятии решений. Селям алейкум, здравствуйте, я Наджия Фими. И я, Сибия Асанова, приглашаем послушать новый эпизод нашего подкаста. Критическое мышление – это система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов. Для того, чтобы продолжить наши рассуждения о том, что же такое критическое мышление и как оно устроено, мы пригласили в наш подкаст доктора-психиатра Эльвиса Ильясова. Скажите, доктор, согласны ли вы с утверждением, что критическое мышление – это навык, который необходим современному человеку, и со временем этот soft skill будет все более и более актуален? С этим утверждением нельзя не согласиться. В принципе, мышление является неотъемлемой частью жизни любого зрелого человека во все времена и в любом обществе. Люди, которые имеют развитое мышление, они будут успешными. Они преуспевают в обществе, делают какие-то успехи, достигают высоких целей. Декарт говорил то, что «я мыслю, следовательно, существую». И это, наверное, касается каждого человека. Что такое мышление вообще? Без мышления мы не можем обойтись. Мышление – это анализ, это сравнение, это классификация, это обобщение. То есть мы, когда идем в магазин и покупаем продукты, когда мы распределяем продукты на овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, сыры, колбасы, это уже мышление. Но вопрос в том, насколько оно развито. Кстати, интересно, с точки зрения психики человека, когда вообще начинает зарождаться критическое осмысление? На каждом этапе развития ребенка, человека, ему свойственен определенный вид мышления. И в принципе, в связи с этим существует ряд юридических и социальных вопросов. Почему, например, ребенок идет в школу в 7 лет? Потому что в 7 лет начинает формироваться аналитическое мышление, абстрактно-логическое мышление у человека. Уже есть смысл объяснять ему такие сложные, в принципе, понятия, как цифры, умножение, отнимание, вычитание и прочее. Человек уже совершеннолетний, по идее, должен иметь критическое мышление и поэтому уже отвечать за свои действия и поступки. Разумеется, зачатки такого критического мышления уже начинают проявляться в подростковом возрасте. Но оно еще не совершенно, оно только формируется в этом возрасте. Про подростков очень интересно. Я сама мама ребенка такого возраста. И можно ли как-то стимулировать развитие критического мышления у подростков? В психиатрии вообще существует такая модель объяснения как и патологических процессов, так и, в принципе, процесса формирования личности. Это биопсихосоциальное. То есть существует некий биологический фундамент, на котором, собственно, растет личность. Далее откладывать свой отпечаток психологические факторы и социальные факторы. И, безусловно, родители, взрослые должны всячески способствовать развитию критического мышления у подростка и у ребенка. Необходимо формировать хороший круг общения, то есть других подростков, у которых есть какие-то цели, которые могли бы заразить какими-то идеями, какой-то интересной деятельностью подростка и научить его мыслить. Очень хорошо развивает мышление общение с разными людьми, потому что мы, как животные социальные, учимся чувствовать то, что чувствуют окружающие нас люди, посредством общения с другими людьми. Когда мы узнаем о их мировоззрении, об их способе мыслить, мы обогащаем себя. А чтение?
Нужно ли читать книги для развития критического мышления? В любом случае полезно читать все. Просто вот за счет этого и формируется критическое мышление. Мы должны сравнивать. Одна из функций мышления – это сравнение. Сегодня мы все перегружены информацией, которая льется на нас со всех сторон. Дома, на работе, на улице, гаджеты, реклама. Влияет ли такой поток информации на нашу способность критически мыслить? Безусловно, порог восприятия информации у современного человека очень вырос по сравнению с буквально столетием, с человеком, который жил столетия назад. Например, красный цвет светофора. Красный цвет – это символ опасности, который должен полностью включать наш мозг, и он должен реагировать на этот раздражитель. Но ввиду того, что мы идем по улице сейчас, в 21 веке, со всех сторон, со всех экранов висят яркие вывески, в ушах у нас, как правило, наушник, в руках планшет, и красный свет светофора уже не является для нас таким сильным раздражителем, чтобы мы на него отреагировали. Как показывают ряд исследований, опять-таки, в больших мегаполисах люди просто-напросто попадают под машины, потому что они не воспринимают эти раздражители. Да, пожалуй, не буду больше гулять по улице в наушниках. Я тоже буду поменьше смотреть телефон на улице. Эльвис, а как же все-таки стимулировать свой мозг думать? Вообще у человека есть такой орган, который отвечает за все чувства, желания, эмоции, настроение, поведение. Это наш головной мозг. А он по своей природе очень ленивый. Поэтому если ему не нужно, он этим заниматься не будет. И вынудить мозг мыслить, в принципе, нереально, если нет какой-то острой необходимости в этом. А что может спровоцировать, что является движущей силой у человека, как и у любого другого социального животного? Это 3 базовых инстинкта. Инстинкт самосохранения, половой инстинкт и инстинкт иерархический. Можно привести пример, наверное, из романа Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней», когда ученые поспорили, и чтобы доказать всему этому научному сообществу о том, что они чего-то стоят, они все-таки стали изобретать какие-то интересные способы передвижения, чтобы достичь своей цели. Должен быть стимул. Без стимула мы двигаться не будем. И мозг, можно сколько угодно ему говорить то, что думай, если не появится острой необходимости, не появится голода, думать он не будет. Это был доктор-психиатр Эльвис Ильясов специально для подкаста Digitox от Journal Radio. Почему к способности критически мыслить нужно подходить осознанно? Еще в XVI веке ученый Фрэнсис Бэкон обратил внимание на то, что человек одновременно и находится внутри мыслительного процесса и оценивает его со стороны. Мы, то есть и канал информации, и наблюдатель. В этом и проблема. Наблюдатель в нас не замечает искажений и шумов в канале информации, поскольку он и то, и другое. А можно ли как-то тренировать в себе навык критического мышления? Да, и современные системы образования уже активно включают эту дисциплину в свои программы. В Великобритании с 2001 по 2009 годы количество школ, преподающих критическое мышление, увеличилось со 130 до 1000. При этом зафиксировано существенное улучшение успеваемости студентов, прошедших курс такого обучения. Проще говоря, критическое мышление – способ сделать образование более интенсивным, а также хороший инструмент отбора лучших студентов. Я вижу много русскоязычных курсов и большинство в открытом доступе. Это не обучение навыку думать, а обучение навыку использовать ресурсы собственного мышления. Это и умение разоблачать фейки, и в целом медиаграмотность. Читала исследование о том, что дети, рожденные в интернет-эпоху, умеют распознавать рекламу на интуитивном уровне и, соответственно, меньше поддаются маркетинговым уловкам. Всегда показательно то, как ведут себя люди во время предвыборных кампаний. И тут очень четко видно, развито ли в обществе критическое мышление или нет.
Например, кандидат может обещать вам резко повысить размер социальных выплат. Если вы в этом моменте не будете согласны кивать и зададитесь вопросом, за счет чего, если в бюджете до этого денег не было, откуда он их возьмет, напечатает? Но тогда это серьезно пошатнет экономику, вызовет инфляцию, подорожание всех услуг и продуктов. Скорее всего, ничего такого этот кандидат делать не будет, а такие заявления озвучивает, чтобы привлечь симпатии избирателей, зная, что они не будут задаваться такими вопросами, то есть типичный популизм. Если вы такой же любитель детективов, как и я, то можно использовать один вопрос, который всегда задают себе великие детективы. Кому это может быть выгодно? Недавно услышала интересную трактовку необходимости критического мышления с теологической точки зрения. Ее озвучил политолог из Татарстана Руслан Айсин в интервью YouTube-каналу Акай Love. Давайте послушаем. Иметь критическое мышление. То есть, например, с чего начинается ислам? Он начинается с возгласа «ля», шахада, «ля». Сначала мы все отрицаем, мы говорим, что вот это все нет, все это ложь и так далее, и потом мы утверждаем правду. Поэтому мы тоже, когда читаем, мы сначала должны выработать критическое мышление. Да? Мы сначала должны подвергнуть критике и сомнению многие вещи. И человек с критическим мышлением, он может любую ситуацию правильно оценить. Это очень важно. Потому что человек вне критического мышления – наивный человек. А наивный – это просто, как, знаете, говорят, дураки – находка для правящих элит. Так считает политолог Руслан Айсин. Но все же, как применять критическое мышление? Существует много способов. Мы хотим познакомить вас с одним из них. Профессор Саманта Агус в видеоуроке для TED-Ed предлагает пятиступенчатый подход. Сформулируйте проблему. Соберите информацию. Можно спросить совета у экспертов. Это поможет оценить все альтернативы. Используйте информацию. Задайте себе ряд критических вопросов. Чем руководствуюсь в этой ситуации? Считаю ли я, что мне говорят правду? Звучит ли моя интерпретация информации осмысленной? Какая предстоит ответственность? Подумайте о последствиях. Изучите другие точки зрения. Это поможет увидеть варианты, оценить свой выбор и принять взвешенное решение. Еще принято считать, что человек с развитым критическим мышлением более гибкий в принятии решений. Негибкий человек – заложник своих установок и стереотипов. Он бескомпромиссен, категоричен и несговорчив. Иногда это может серьезно ему вредить и мешает видеть картину мира более полно. Критически мыслящий человек – это самостоятельно мыслящий человек. Конечно, мы можем прислушиваться ко мнению окружающих, главное, чтобы это было осознанное решение. Самостоятельно мыслить нужно не вопреки, не для кого-то, не для демонстрации взрослости или своей оригинальности. Это нужно делать для самих себя. Иначе думать и делать выбор за вас будут другие. Будьте критичны и медиаграмотны. На этом мы с вами прощаемся. Над подкастом работали Наджия Фими, Сибия Асанова, Эскендер Асанов, Эльдар Куртситов. Это был Digitox. Пока!